Здравствуйте! Мы с вами вновь встречаемся на канале Аркадия Орешникова. И сегодня наша тема о женщинах нашей Казани, женщинах прошлого. В рамках проекта «Старая Казань на все времена» я провожу экскурсию о женщинах татарской слободы уже вот в течение 3 лет. Обычно у нас это мартовская экскурсия, к празднику приурочена, так сказать. В летнее время мы ее тоже повторяем. И вот в рамках этого проекта я рассказываю о тех женщинах, которые внесли в свой вклад в историю эмансипации татарской женщины, в образование, в медицину и в другие аспекты жизни. Но завершаю я, иногда и начинаю эту экскурсию с имени одной женщины. Это Ольга Сергеевна Лебедева. Ольга Сергеевна Лебедева, она вошла в историю именно Турции под именем Гульнур Ханум. И вот об этой женщине я хотела бы сегодня немножко рассказать вам. Ольга Сергеевна Лебедева, она была урожденная Борщева, родилась в Спасском уезде нашей, как сказать, Казанской губернии, и вторым браком вышла за нашего градоначальника, того самого Лебедева, о котором мы обычно вспоминаем, когда рассказываем о Лебедевском мосте. Это улица Тази-Гизат, когда переходит в улицу Мусы-Джалиля. И вот этот известный Лебедевский, как мы говорим, мост, он строился знаменитый тем, что когда был составлен проект, он оказался очень дорогостоящим, и в бюджете денег, в городском бюджете не хватило. И уже вот ее супруг Александр Александрович Лебедев достраивал этот мост на свои деньги. У нее в браке в первом было 3 детей, и вот во втором браке у них тоже было 3 детей. Так сказать, в общей сложности 6 получается. У нас был биограф, который вот занимался изучением ее биографии, это академик Каримулин. Сейчас уже, как сказать, ныне покойный. Вот Каримулин очень долго пытался продвинуть и вот изучить эту тему, именно ее биографию, как известной женщины своего времени, но больше она известна именно в Турции. Многие турецкие ученые, литературоведы занимаются изучением ее биографии. Чем примечательна эта женщина? Вот, будучи женой обеспеченного состоятельного человека, что-то произошло в мировоззрении этой женщины, она идет, так сказать, в татарскую слободу и начинает брать уроки у Каюма Насыри и у Марджани. И вот, зная английский, французский, немецкий языки, потом она изучит еще и итальянский, она со временем будет в совершенстве знать не только татарский, но и арабский и персидский языки. И занималась переводами. Как раз вот к 1886 году вышел перевод Кабуснаме, это произведение персидское, который перевел на татарский язык Каюм Насыри вот как раз. А уже с татарского языка на русский перевела как раз Ольга Сергеевна Лебедева. И вот эта книга была издана у нас в типографии Казанского университета. И занимаясь изучением вот этого женского вопроса именно в татарской среде, как воспитание, образование, отношения в семье, а также сравнивая религию, ислам и православие, она настолько глубоко ушла вот в эту тему, что стала одним из первых востоковедов Российской империи. И в 1889 году она выезжает на 8-й конгресс востоковедов в Стокгольм. И вот, находясь здесь, в Стокгольме, она знакомится с известным турецким издателем, писателем, политическим деятелем и переводчиком, писателем Ахметом Мидхатом. И вот, познакомившись, она дает ему свою визитку, где написано именно Гульнур Ханум. И начинают общаться. И в одной из встреч он увидел на столе у нее бумаги, среди которых и было написано ее подлинным имя. Это были письма из России. И вот он узнает, что она никто иная, как Ольга Сергеевна Лебедева, княгиня Лебедева. Но она берет с него слово, что на конгрессе она об этом не будет говорить, потому что она знала в совершенстве все языки и поднимала глубоко эту тему. И вот это как бы вопрос так и остался между ними. Завершался конгресс в Осло, и уже из Осло он попросил ее как бы в качестве как сопровождающего лица, как мы бы сказали, экскурсовода, сопровождать его по европейским городам, где они вот проехали несколько городов и расстались уже в Париже. В Париж приехала ее мать, сын, и здесь в Париже они расстаются, и у них начинается вот эта переписка именно по работе. А вернувшись в Стамбул, вот все свои впечатления об этом конгрессе, о путешествии 70-дневном по Европе, об этих городах и об Ольге Сергеевне он пишет в своих заметках, которые публикует в своей газете. Так, в Турции узнали об этой женщине, первом востоковеде, уроженке Спасского уезда Казанской губернии, Ольге
Борщевой-Лебедевой. И во время переписки он приглашает ее приехать в Стамбул. И вот приехав уже в октябре месяце 90-го года, Ольга Сергеевна пытается публиковать первые переводы на турецкий язык русских классиков. Первым это было произведение Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Затем она переводит и Толстого, потом Лермонтова «Демон», Толстого рассказ «Ильяс» о башкирском молодом человеке. Но когда она, предположим, подготовила к публикации произведение Толстого, она понимала несовершенство этого перевода. И Ахмед Мидхат сам обработал и опубликовал эту работу, но под ее именем. И вот так в литературную жизнь Турции вошла русская литература, начиная с первого произведения Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Есть сведения, что она и раньше приезжала в Турцию и издать это произведение в своем переводе, но турецкое, правительство заподозрило ее в шпионаже, и ей было отказано. И вот уже под влиянием Ахмеда Мидхата она начинает публиковать свои работы. Но в то же время, литературные эти кружки в Стамбуле среди, людей образованных, больше читали литературу, именно русскую литературу в переводе на французский язык. Но в это время появляется она собирает около себя таких, новых писателей и начинает уже переводить произведения турецких писателей на русский язык. Вот этим она и вошла, в историю культуры Турции. И султан ее награждает орденом Милосердия второй степени. И сохранилась фотография, она публикуется во всех источниках, где есть этот орден, который у нее на груди. Это единственная сохранившаяся фотография изображения Ольги Сергеевны Лебедевой, которая была награждена орденом турецкого султана. На следующий год она вновь с октября по май пребывала в Стамбуле и дальше продолжала работать над переводами. У нее началась большая переписка с Львом Николаевичем Толстым, и она уже с 1887 года где-то выдвигала идею о создании востоковедческого общества в Российской империи. И, безрезультатно оббивала пороги всевозможные. Она еще в то время, когда начала заниматься этим вопросом, подавала прошение о создании татарской школы и издание газеты на татарском языке. Это еще до 1905 года. В основном у нас ведь публикация начинается с 1905 года, после манифеста императора. То есть еще до этого времени, 1887-90, она обращалась с такой просьбой. Но, естественно, ей было в этом отказано. Ей всегда... И в переписке с Толстым, что она продвигала, какую идею? Она сравнивала две религии, православие и ислам, и пыталась найти общее. Не разобщить, а наоборот объединить людей. И ее программа была в том, чтобы с этой просветительской точки зрения больше люди мусульманского вероисповедания, тюркоязычные народы больше узнали о русской литературе, о русском укладе жизни, о положении женщины именно в русском обществе, а также русская общественность более подробно могла знать о положении и образовательном процессе в исламском мире. Ее задачу входило это. И уже в 1900 году открывается это первое у нас востоковедческое общество, но государь-император решил, что негоже главенствовать женщине с такими убеждениями, и он назначает своего человека. Она как почетный просто член, возглавляла императрица Мария Александра, это общество, Александра Федоровна, и ее так потихоньку и отодвинули от всех этих лидирующих позиций. Она какое-то время уезжала к себе в имение и дальше продолжала заниматься своей деятельностью. Но последующий этап ее жизни очень мало сведений. Больше только у нас по турецким источникам, по ее работам, которым на сегодняшнее время и занимаются историки и литературоведы Турции. А в наших источниках один период писали, что она жила до 909 года, потом писали уже где-то, вы найдете, есть в интернете, то, что пишут в 12 году. Раньше указывал, что она скончалась у себя в имении в Спасском уезде, затем писали уже, что в Османской империи, но уже появились новые сведения, историки обнаружили, что в 1913 году она проживала в Петербурге, то есть снимала квартиру там.
Вот так потихоньку и поднимается, вот, как сказать, из небытия биография этой интересной женщины, которая первая подняла вопрос о положении мусульманской женщины и прикладывала немалые усилия для того, чтобы дать образовательный процесс женщинам тюркоязычного мира. Вот такая интересная судьба была у женщины, у Ольги Сергеевны Лебеди. Как я уже сказала, подробным изучением ее биографии у нас в Казани занимался Каримулин, профессор. Простите, и не только профессор, академик Каримулин, который скончался в 2000 году. Где-то вот с 2003 года при нашей библиотеке казанской проводились каримулинские чтения. И вот именно он пытался более подробно изучить ее биографию и издать, потому что он в своих работах всегда говорил, что вот как бы положение в обществе и ее вклад в жизнь исламской женщины недооценен. Но, как сказать, первый подвиг, так сказать, в этом направлении был сделан Ольгой Сергеевной, а за ней последовали уже вот, так сказать, период эмансипации в нашей татарской слободе, когда уже женщины захотели получать образование, получить материальную независимость, и многие матери это пропагандировали своим дочерям, что нужно быть независимой, хотя бы что-то зарабатывать. Вот так начинается первая, как бы сказать, волна образовательного процесса в татарской слободе. Это женщины, которые хотели быть учительницами. И вот по примеру, как сказать, первых педагогов начинается вот подготовка девушек-учительниц. Вот одна из таких самых известных школ, это была школа Фатихи Абдулвалиевны Аитовой. Сама она получила образование абыстай, то есть никакого. И уже когда, начиная с, так сказать, с маленькой начальной школы, потом средней, потом более широкой, и уже заканчивая это открытием первой мусульманской гимназии, это было в 1916 году, когда уже началась Первая мировая война, она скажет в своем воспоминании, что я всегда хотела дать образование женщин своей нации. Вот на фотографии Фатиха Абдулвалиевна Аитова. Она происходила из рода Яушевых, это троицкие купцы, а Троицк это у нас известный большой, так сказать, крупный торгово-промышленный город был в свое время на пересечении торговых путей. И родилась она вот в семье Яушев и была очень богатой наследницей. Она была сосватана за Сулеймана Аитова. На ее свадьбе был Марджани, эта свадьба была в Троицке. И после свадьбы она приезжает в Казань. И вот на улице Татарстана у нас стоит школа 80-й, которая на остановке по направлению к речному порту. Вот на месте этого дома угол, получается, Наримановый угол Татарстан, стояла вот родовая усадьба Аитова, где прожила 3 поколения. Здесь вот она родила всех своих детей. Она была 4-й женой Сулеймана Аитова, но этот брак почему 4-й? Предыдущие все жены, его 3, скончались во время родов. Не от того, что он... Разница у них в возрасте была всего 4 года, хотя иногда пишут многие, что там большая разница. Нет, разница была небольшая, но она была очень богатой наследницей. Этой семье принадлежали и хлопковые плантации в Средней Азии, это крупные торговые центры в Челябинске. На Урале очень много было, так сказать, предприятий, заведений именно рода Яушевых. И вот, обладая таким несметным богатством, выйдя замуж, вот она поставила себе цель открыть школу для девочек. И вот первая школа она открывает в Суконной Слободе. Суконная Слобода – та ее часть, где вот только рабочие, беспросветная, как сказать, тяжелая жизнь, фабрика и один выходной. И вот именно в этой части нашего города, где практически татар было мало, а только были те, кто приходил наниматься на суконную фабрику Осокинах, она и организовывает первые вот эти классы для девочек. Там небольшое количество было, всего там 10-20 учениц она набирала, но смысл это обучение рукоделию. То есть она давала этим девочкам в будущем профессию. И все расходные материалы, такие как нужные, необходимые для работы, как для вышивания, она закупала на собственные свои средства. Когда не хватало денег, ей из бюджета выдавала из семейного супруг. И эта школа просуществовала 3 года, потом у нее там родились дети, как бы немножко она отошла от своей деятельности, и вновь она захотела дальше уже открыть школу. И она открывает эту школу на улице нашей Тукаевской,
вот угол Тукаевской и Татарстан, когда мы идем в направлении к Вахитово, к площади Вахитова. И вот эта часть, где сейчас, как я всегда говорю, стоит Перемячный, вот в девятиэтажном доме, вот третий дом от угла, вот как раз в районе этой Перемячной, где автобусная остановка, и стоял вот тот дом, который она сначала сняла в аренду. И открыла вот свою школу, частную школу Фатихи Аитовой. Приглашала педагогов, но, как выражаясь современным языком, школа была нерентабельная, она не окупала себя. То есть все недостающие деньги она вкладывала из своего личного бюджета, от того, что и от своего приданого. Затем она семиклассная, и вот уже идея у нее открыть гимназию. Гимназия давала право вот выпускницам быть учительницей. Вот этот диплом как раз, что девушка может быть учительницей, и выдавался вот одной из таких школ, это школа Аитовой. Таких еще несколько школ было в Казани, и девушки туда стремились попасть. Но учились не только молодые девушки, очень много было и замужних женщин, которые приезжали в Казань и из других районов, и даже с Урала приезжали именно вот в эту такую школу Аитовой. Что такое гимназия Аитовой? Во-первых, когда она хотела открыть гимназию, она же не так вот спонтанно решила. Она неоднократно выезжала с мужем в Европу, где, как сказать, перенимала опыт, как этот образовательный процесс организовать, что необходимо. И только после этого вот она, как сказать, у нее вот эта идея оформилась, и она начинает уже писать прошение. Ездила она в Петербург неоднократно на прием к государю-императору, но всегда было отказано. И уже когда наш депутат Годнев от фракции октябрист, от партии октябристов жил в Петербурге, она попала на прием к нему. И вот он как раз-то ей подсказал, по какому пути надо иметь. Вот это, что независимость, образовательный процесс, который вот дали немножко по документам свободу, но по факту ее особо-то не было. И вот мотивируя все этим, она и подает новые прошения и получает разрешение на открытие вот этой первой женской мусульманской гимназии в городе Казани, первой в Казанской губернии. По тем временам это было масштабное мероприятие, то есть она попросила прочитать там Коран на благополучие, было торжественное открытие, все ведущие, как сказать, лица нашего города и губернии присутствовали на этом мероприятии. К этому времени она получила уже наследство от отца, и вот все деньги, которые ей пришли в наследство от имущества от отца, она вложила вот в эту гимназию. То есть было построено во дворе второе здание, выкуплено вот это первое, и преподаватели какие были? Здесь преподавалось все вплоть до того, что как ухаживать за своими близкими во время их болезни. То есть своего рода санминиум. Она приглашала лучших поваров из самых дорогих ресторанов для того, чтобы преподавали кулинарию. А также основные предметы были все то же самое, что мы учились с вами в советской школе. Химия, физика, математика, геометрия, русский. На него тоже акцентировали. Если сейчас у нас все борются для того, чтобы учили татарский язык, в то время татары боролись за право изучать русский язык. Это было дополнительное как образование, дополнительные классы. И это давало возможность человеку в последующем, как бы сказать, устроиться в плане своей профессиональной востребованности. И вот также иностранный язык преподавался в гимназии Фатихи Аитова. Она была дама строгих правил, строго шариат, как сказать, ничего лишнего, с соблюдением канонов в религии. Но всегда, обратите внимание, женщины в то время носили уже европейское платье, но обязательно калфак. Как говорим мы всегда, предмет татарской идентичности. Только казанские татарки практически сохранили вот это, головной убор. Даже уже вот в последующем одна из первых выпускниц Сорбонны, Сара Шакула, вот она, видите, колфачок носит, он называется Могес колфак, он такой маленькой треугольной формы, и даже вот находясь, учась во Франции, она все равно одевала его. У нее было европейское платье, то есть это без рюшек лишних, без всего там широких рукавов, широкого подола, а такой строго, как носили девушки того времени, небольшой кулон-медальон обычно, часики тогда уже входят в моду, и вот этот Могес колфак. И крепился он, с внутренней стороны пришивались крючочки, вот этими крючочками и зацепляли. Вот если кого интересует, почему не падало с головы. И вот так была открыта первая гимназия, но как раз в это время разгар Первой мировой войны. Ученицы Аитовой работают и для помощи фронта, собирают. Ученица Аитовой – это девушки, которые в последующем стали известными педагогами, а уже в советский период многие из них и в сфере образования также работали.
А сама Фатиха Аевита, у нее очень трагически сложится судьба, потому что, как мы знаем, через год у нас Октябрьский переворот, революция, 18-й год. В 20 году семья Аитовых, так же, как и пол Казани, покидает город, в Омск уходит, где Колчак у нас находился, но затем возвращается в город. И в 22 году ее супруг скончался, он похоронен здесь, на Старотатарском кладбище, а имущество уже в 18 году было все конфисковано Аитовых. И то есть выбыли они, как сказать, из жизни, некуда было устроиться, не было дохода, не на что было жить. Один из сыновей ее уезжает в Москву, и она после смерти мужа, уже в 26 году, она опять обращается уже к нашему правительству, тому татарстанскому, с предложением открыть курсы кройки и шитья. Это своего рода, как сказать, прародительница нашего профтехобразования. Когда-то у нас на Тукаевской было швейное училище, их было несколько в нашем городе. И вот именно, как сказать, изначально были организованы вот эти первые курсы кройки и шитья по инициативе именно Фатихи Аитовой в 1926 году. Ее невестка из рода Кушаевых была, она преподавала там же, но через год их просто убрали, как чуждых элементов, так как сказать, из-за купеческое прошлое. Также была уволена ее невестка, ей разрешили только вахтером работать. И вот, к чему я говорю, человек с образованием вынужден был на вахте. И вот, чтобы не обременять семью сына, она уезжает к другому сыну в Москву. И прожила там вот несколько лет до начала войны. В 1941 году она была эвакуирована, она эвакуировалась в Казань. Сын ее к этому времени был уже сослан в лагеря по доносу одноклассника, был в республике Коми на лесозаготовках. Ее внучка Диляра, которая жила в Новотатарской Слободе, она давала очень много интервью, рассказывала об этом периоде своей семьи, и именно вот эта внучка Диляра и передала в свое время в музей, где у нас был НКЦ, был музей, где были личные ее предметы. Один из них, это вот намазлык ее там находился, и фотографии семейные. В настоящее время это у нас в здании Кул-Шарифа, музей национальный вот наш, там есть экспозиции наших вот женщин-лидеров татарской слободы, вот где и хранятся на сегодняшний день вот эти вещи ее. Фатиха Абдулвалеевна Аитова навсегда, как сказать, осталась в истории татарского народа как женщина, открывшая первую гимназию, которая давала полноценное европейское образование мусульманской женщине, но с соблюдением норм шариата в процессе учебы. И именно она в 1913 году, когда скончался у нас татарский поэт Габдулла Тукай, разрешила своим ученицам быть в траурной процессии. Хотя, как мы знаем, обычно женщины никогда не ходили на похороны. И вот именно в 1913 году она позволила участвовать, и эти гимназистки провожали с траурными венками с площади Юнусова дальше в Старую Татарскую Слободу, где был похоронен Габдулла Тукай. Вот такие две женщины были у нас в Казани. Это Ольга Сергеевна Лебедева и Фатиха Абдулвалеевна Аитова, урожденная Яушева. На этом мы заканчиваем нашу сегодня встречу. Всего доброго. Подписывайтесь на канал Аркадия Орешникова. Ждем вас.